Сегодня в республике отмечают День чувашского языка. Праздник был учрежден 30 лет назад и приурочен ко дню рождения Ивана Яковлева. Просветитель чувашского народа и создатель современной чувашской письменности родился 174 года назад. По традиции в Чебоксарах к памятнику педагога и создателя народных школ в Поволжье люди с самого раннего утра несут цветы. 30 роз к подножию монумента сегодня возложил и глава Чувашии, отметив, что Иван Яковлевич Яковлев помог сберечь генетический код чувашей. Автор национальной письменности приложил колоссальные усилия, чтобы через язык сохранить богатую многовековую культуру нашего народа, обычаи, традиции и историю родного края, подчеркнул Олег Николаев. Сегодня, по словам собравшихся, в республике делается многое, чтобы чувашский язык жил. Для его продвижения в интернете, к примеру, родной язык большинства жителей республики включили в Яндекс.Переводчик. Сервис пополнился более чем 500 тысяч фраз на чувашском и русском языках. Но этого недостаточно, считает обладатель гран-при «Серебряное перо» всероссийского мастер-класса учителей родного языка Александр Степанов. Например, если взять школьников, для них нет возможности общения на чувашском языке вне класса, вне школы. В интернете очень мало чувашского интересного контента, но первые ростки уже есть. Этот новый учебник, который построен на коммуникативной основе. Дети учатся не только чтению, переводу, но самое главное – общению. То есть они могут использовать этот язык в быту. Сегодня, по данным Чувашстата, образование на чувашском языке получает 6% учащихся региона. В качестве самостоятельного предмета чувашский изучают около 55 тысяч детей. Это примерно 37% всех школьников. К слову, вклад в сохранение чувашского языка вносят и соседние регионы – Татарстан, Башкортостан, Ульяновская и Самарская области. В школах дети там тоже активно учат чувашский. В День чувашского языка в нашей республике традиционно проводят массу событий. Только в Чебоксарах запланировано не меньше 800. Одно из них – всечувашский диктант. Образовательная акция сегодня прошла на 3 площадках – в ЧГУ, педуниверситете, Республиканском институте образования. Свои знания и грамотность решили проверить сотни человек. Результаты станут известны в течение недели.